Кавказский портрет провел в Баку незабываемые дни. В столице Азербайджана нас встретили красивые улицы и приветливые улыбки прохожих этого удивительно гостеприимного города. Даже холодная погода и снег, периодически падающий вперемешку с дождем, не мешали бакинскому солнцу нас согревать. Новые знакомства как-то незаметно переходили в дружбу. Вот так на одной из программ я познакомилась с замечательным художником Ильяром Алимирзоевым. Планы на будущее, да, конечно. Я, по крайней мере, строю. Не строю. Ну, конечно, строю. Не могу это сказать. Кто их не строит? Проснулся утром. Да, вот так планируешь, вот сегодня так. Оказалось, как вчера. И утром опять уж нет, не будет как вчера, сегодня будет по-другому, и опять как вчера. Но эта жизнь, она этим и прекрасна. Я вас приветствую в своей мастерской. Я очень рад. Для меня это большая честь, что вы посетили мою мастерскую. Спасибо за приглашение. Здесь очень интересно. Красивые скульптуры и таких оригинальных цветов. Я сейчас, это недавно, я начал скульптуры. Были творческие проблемы. Я долго писал. Мне было 50 лет недавно. Где-то мне подсказали, что это надо встретить на горе. И в свой день рождения я забрался на гору. Посидел один. И там я понял, что я раньше верил, а теперь я знаю. Это касается всего. Вот. И вернувшись в мастерскую, так как писал, я уже не хочу писать, потому что я очень давно пишу. По-новому у меня не получается, это не сделаешь искусственно. И вот пришел на скульптуру, решился попробовать в этом. А что обозначает, вот, как вы можете объяснить вот эту интересную, это лицо богини, кажется, Паллады? Да. И птичка, которая, и вообще она, голова у нее повернута задом наперед. Может быть, это обозначает вперед, в прошлое? Если честно, не было идеи конкретной, чего я хотел. Это все рождалось в процессе. Все абсолютно в процессе рождалось. Вот ребята принесли со свалки колесо,
Я это увидел и решил применить в своей скульптуре. Ну, наверное, каждый видит не свое, но оно очень оригинально. Я ничего подобного еще не видела, надо признаться. Я вас уверяю, ни один художник не знает, что будет в итоге, когда он создает какую-то свою вещь, произведение. А что вы скажете об этой интересной скульптуре с тремя лицами? Ну, когда я ее создавал, не было никакой идеи, я просто делал и думал, что же получится. Но потом получилось так, что это двуликий. А, с правой и с левой стороны. У него лица, а настоящее это лицо, он, маска, это двуликий. у него в руках. Она сползла с него. Да. Много таких людей у нас бродит. Ну, это проблема по нашим улицам. человечества во все времена. Это, наверное, проблема каждого человека. Эта женщина, мой друг знакомый. Я увидел, у нас была вечеринка, все женщины оделись во Фрида Кала, как правильно был, я это увидел. Мне родилась такая идея, я попросил попозировать. Ну, замечательная женщина. И очень красивая шаль, одежда. И выражение ее лица очень тонкое. И умное лицо. Меня окружают только такие женщины. А что еще вдохновляет на ваши картины и скульптуры? Сама жизнь, это конкретно невозможно это сказать. Все, если я еду в мастерскую и по дороге там, в автобусе мне наступит на ногу, это моментально потом отражается на картине. Хочу это или не хочу. Единственное, в чем я искренен, это только в картинах. В остальном я, конечно, привираю. Понятно. А можно другую картину посмотреть? Да, конечно. Вот такой картины я еще ни разу в жизни не видела. Она называется «Человек, показывающий язык». Она тоже случайно родилась, не было всегда такой идеи. Мне просто хотелось написать белую плоскость. Но после я понял, что этого недостаточно. И как это возникла идея, я не знаю. Я бы сказала, укоротите языки. Или длинные последствия ваших речей. И долгие. Я это представляю, уже зрителям предоставляю эту возможность. Да, это, по моему разумению, это море. В тумане. Я начал писать, я ехал в автобусе и увидел скошенное поле пшеничное, серое небо. Оно было такое красивое. Я попытался написать пшеничное поле, но потом, как всегда, получилось море. Я могу начать с одного, а заканчиваться другим. Я пишу натюрморт, заканчивается портретом, пишу портрет, заканчивается пейзажем. Все рождается в процессе. Вот это да. Это человек-самолет. Такого я еще никогда не видела, такого самолета. Стремление летать вы очень хорошо показали. Каждый человек хочет. Нет таких, наверное, людей, которые не мечтал бы летать, хотя бы в детстве. Буквально. Или можно ее назвать просто мечта. Я никогда не называю свои картины, потому что это все в процессе потом происходит, оно потом может меняться, оно может иметь 10-20 названий. Ибо название все равно ничего не говорит. Название только не объясняет, а намекает. То, что хотел сказать художник, это вообще, по-моему, самый неправильный вопрос. Потому что сам художник тоже никогда не знает, чего он хочет сказать.
он это пишет. Как можно спросить, почему вы пьете воду? Это какая-то потребность что-то делать, там, в данном случае писать. Для меня важно в картине, не важно, что ты написал, важно, как ты написал. Меня сам процесс интересует и заманивает. И вот это цвет, живопись. Чтобы совместить несовместимое. Эти образы, они рождают новые мысли, интересные мысли. Сама тема — это только повод, чтобы что-то попытаться создать. Мне очень нравится эта картина. Спасибо. Ой, это что-то потрясающее. Называется художник-модель. Может, она не очень симпатичная, там, так сказать, модель. Да нет, в ней явно выражена женственность. Был такой Руми, суфист, Джалалдин Руми. Там, у него в стихах про Лейли Мяджнун задают вопрос Мяджнуну: почему так с ума сходишь по Лейли? Она черная, худая, кривоногая, что ты в ней нашел? И он отвечает: чтобы увидеть ее красоту, надо иметь мои глаза. Потрясающе. Ну вот, тут художник. Ну, это, в общем-то, где-то автопортрет даже. Да, ну видно, что она ему так нравится. Потому что бывает, я прихожу сюда, ну, неделями сижу, здесь стоит холст, краски, палитра. То все, я всю жизнь этим занимался, но я не могу преодолеть это расстояние оттуда до сюда, меня он не пускает. Я подхожу, что-то мажу, опять сижу, выкуриваю 2 пачки сигарет и ухожу. И так может проходить там неделю-2. А потом в какую-то секунду, не знаю почему, вдруг я подбегаю, и буквально за 2 часа она готова. Потом ты думаешь: а что ты сидел 2 недели? А вот как это случилось, я не могу объяснить. Картины должны жить, потому что у них своя судьба, как у детей. Ты их не будешь держать под мышкой. Дочка должна выйти замуж, уйти, сын полюбит свою жену больше, чем меня и маму. Там, ну, другая любовь будет, разумеется, у него будет это совсем другое. Очень давно у меня была одна картина. Был такой художник Ашаев Мурат, гениальный художник азербайджанский. Он так и умер, в общем, неизвестным, как бы, в нищете. У меня была картина. Были плохие времена, не было денег, отец в больнице, нужны срочно деньги. Я пошел, я продал, получил деньги, на эти деньги я вылечил отца. Потом проходит какое-то время, много лет, я иду с товарищем по улице, смотрю, человек идет, и там картина, там написано Ашраф. Я узнаю ее немного, спрашиваю, откуда это, он не говорит откуда. Мне говорит, я ее продаю. И человек, который рядом со мной был, он ее купил. В 10 раз дороже, чем я продал, неважно. Теперь она его любимая картина. И потому что вот картина, она живет. Она спасла моего отца. Она сейчас радует кого-то. Потом еще что-то будет, еще где-то. То есть она работает. Она живет своей жизнью. Это не простой предмет ненужный, а предмет, который что-то творит на этом свете. Какие-то добрые, самое главное.
она делает доброе. И поэтому они должны уходить. Не мои слова, это я где-то давно вычитал. Есть 3 этапа. Первый этап – молодость, это только я. Второй этап – это я и Моцарт. Потом 50 лет понимаешь, что только Моцарт. В какой-то момент это Моцарт, он присутствует до конца жизни. Но к этому уже относится более серьезно и более ответственно. Не говоря об этом. Но с большой надеждой внутри молча.